Раньше исключительно на пленке, сейчас в открытом доступе в интернете. Документальный фильм «Печорские этюды», который был снят в Ухтинской студии телевидения в далеком 71-м, впервые оцифрован. Работу провела компания «Коми-кино». В главной роли народный художник, живописец, лауреат государственной премии Рем Ермолин. Анна Зубарева о жизни и творчестве мастера. Напористый, с деловой хваткой, абсолютный профессионал. Таким приехал в республику в 1960-м Рем Николаевич Ермолин. До этого в его жизни была Великая Отечественная война, художественное училище, Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. В 1962-м он уже возглавил республиканское отделение Союза художников России. Портреты, пейзажи, натюрморты, сюжетно-тематические картины. Ему все было по силам. Республика Коми стала для художника настоящим источником вдохновения. Все его творчество – пример искренней любви к нашему краю. Красной нитью эта любовь проходит в ранних работах, посвященных шахтерам и нефтяникам Заполярья, а затем находит свое продолжение в полотнах, обращенных к Коми-деревне. Одним из самых излюбленных самим же Ермолиным стал Печорский цикл. Живописец работал над ним больше 10 лет. Для этого множество раз посещал Печору. И вот даже однажды в интервью он говорил, надо съездить, написать воду Печоры. Собственно, что бы тут, да? Пиши воду Суйсалы и выдай за Печору. Нет, Рем Николаевич Ермолин всегда следовал правде. И также в одном из интервью он говорил, правда – это кредо художника, и правда должна быть глубокой и простой. Рем Ермолин был приверженцем реалистического направления, основного в советском изобразительном искусстве. Обладал особым даром находить сюжеты и мотивы, которые до него не были использованы в творческой практике. Его работы неоднократно становились экспонатами за рубежом – в Германии, Польше, Чехословакии, Румынии, Монголии, Болгарии. После смерти художника богатое наследие перешло его сыну Владимиру. Тот, в свою очередь, подарил картины Национальной галерее Коми. В 2016-м, когда здесь открылась выставка к 90-летию со дня рождения мастера, ее куратор на вернисаже отметила: Рем Ермолин настолько великая личность, что достаточно просто на афише написать его имя, и всем все станет понятно. Анна Зубарева, телеканал «Юрган».